Внеурочная деятельность – это создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой и творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. Это создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, формирование принимаемой обществом системы ценностей, многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу решить еще целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. На сегодняшний день имеются в школе все условия, несмотря на ее крупномасштабность, двухсменность, для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих ведение и организацию внеурочной деятельности. Локальные акты по организации внеурочной деятельности в школе, договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, положение внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности по 5 направлениям, рабочие программы педагогов дополнительного образования. Для организации внеурочной деятельности играет большую роль материально-техническое и информационное обеспечение. Во всех кабинетах, где занимаются внеурочной деятельностью, имеются компьютеры, проекторы, интерактивные доски. В актовом зале большой экран, цветомузыка, мультимедийный большой проектор, 2 компьютерных кабинета, 2 мобильных компьютерных класса, 2 больших и малых спортзалы, хореографический зал, выход в интернет в учебных кабинетах. Создана локальная сеть. Действует школьный сайт, где размещена информация о внеурочной деятельности и ее результатах. При организации внеурочной деятельности учитывается структура нашего образовательного учреждения, запросы и потребности учащихся и родителей начальной школы. В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена по 5 направлениям развития личности в 67 объединениях. Духовно-нравственное направление представлено реализацией классными руководителями программы «Юные патриоты России», которым охвачены 100% учащихся начальной школы. Они организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе и через органы самоуправления и детского движения, а также организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающейся в рамках деятельности общешкольного коллектива. Общеинтеллектуальное направление реализуется как учителями, так и учителями-предметниками в 16 объединениях. Это и мир логики, умники и умницы, занимательная математика, X, Y и друзья, царствие смекалки, юный математик, техническая «Я рисую», в которых занимаются 670 учащихся. Общекультурное направление реализуют педагоги дополнительного образования через программы «Веселые нотки», «Домисолька», «Творческая мастерская», «Город мастеров», «Декупаж», «Учусь создавать проекты», «Фантазеры», «Играем на хомусе», «Путешествие в страну читалия», в которых занимается 369 учащихся. Спортивно-оздоровительное направление реализуется педагогами дополнительного образования через программы «Спортивное ориентирование», «Безопасная дорога детства», «Танцевальный карусель», «Үрдел», «Сергечен». Занимается в них 506 учащихся. И социальное направление представляют программы социальных субъектов взаимодействия. Это педагогические работники, а также специалисты службы сопровождения учащихся, психолога «Тропинка к своему я», логопеда «Болтунишка», юные инспектора движения. Они организуют социально значимую творческую деятельность обучающихся, в которых занимается 91 учащийся. Учителя начальной школы являются у нас и педагогами дополнительного образования школы, проходят, как и педагоги ДО, в этой должности аттестацию и имеют высшую категорию 4 педагога, первую 5, остальные СЗД. Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала всегда, но ФГОС наполнили ее новым содержанием. Из сказанного выше можно утверждать, что на данный момент в школе выстроена оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая создает создание единого образовательного и методического пространства в содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов значительно обогатила систему воспитательной работы школы и дала возможность внедрять новые программы и привлекать к проведению внеурочных занятий не только учителей начальных классов и учителей-предметников, но и педагогов дополнительного образования как школы, так и ГУДО, спорта и культуры. Например, как детский подростковый центр,
Дворец детского творчества, Центр технического творчества, Центр экологии и туризма. В школе проводится внеурочная работа по предмету, предметные недели, проектная деятельность, традиционные коллективные творческие дела, мероприятия, праздники и другие общешкольные дела как компонент внеурочной деятельности. Вы увидели это на мастер-классах учителей и педагогов дополнительного образования. Огромное значение имеет социализация ребенка, которая формируется через долгосрочную игру в путешествие на Бригантине, где ребята приобретают социальные знания, получают первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. Далее школьник получает опыт переживания и формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества, ценностное отношение к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, достигается в дружественной детской среде. И, наконец, третий уровень, когда школьник получает опыт самостоятельного общественного действия, и это достигается во взаимодействии с социальными субъектами. Таким образом, у нас имеется в разной степени опыт организации внеурочной деятельности, традиционные формы внеурочных мероприятий, опыт социального партнерства, система воспитательной работы, система физкультурно-оздоровительной работы, опыт проектной деятельности. А для того, чтобы внеурочная деятельность была интересна учащимся, полезной и привлекательной для каждого ученика, коллектив педагогов работает в режиме постоянного поиска новых форм и технологий.